В эфире программа «Тема дня», в студии телеканала АТВ депутат Народного собрания Гагаузии, лидер общественной организации «Девлет» Николай Тудогло. Добрый день, Николай Харлампиевич. Добрый день, Елизавета. Николай Харлампиевич, вот прежде чем мы перейдем к обсуждению новой гагаузской партии, которая вот-вот появится у нас в Молдове, я бы хотела вначале затронуть чуть-чуть другую тему. Вы наверняка тоже знаете, да, что на этой неделе вот появилась информация о том, что вот два телеканала у нас в Гагаузии, и включая и нашу компанию, столкнулись с угрозой закрытия по решению агентства по инвестициям. Причины этих решений мы пока не знаем. Вот, нас просто пока поставили перед фактом. Вот, почему, вот, на ваш взгляд, такие меры применяются именно сейчас, и как может отразиться это на информационном пространстве? Вы знаете, продолжается борьба неугодными, можно так сказать. Но вот я в прошлый раз на передаче говорил, что мы уже провели 2 встречи с политиками, с депутатом парламента Кишинева в формате Стамбульском, потом Кишинева, где подняли все наши вопросы, все наши проблемы. Я скажу, что в следующий раз я обязательно эту тему тоже подниму и скажу, что Гагаузия должна об этом говорить. Потому что я слышу возмущение только здесь у нас, в своих кабинетах, здесь гагаузских кабинетов, дальше эта информация не идет. Я вот встречаясь, когда диалог был у нас в Кишиневе, я поднимал вопрос, что нельзя Гагаузии судить как одно целое. Если кому-то не нравится какая-то партия, какая-то личность, ну давайте все гагаузы, как говорится, в одно целое не надо, чтобы потом бить со всех сторон. Я лично считаю, не все за них же проголосовали. Я считаю, что даже здесь, даже если голосовали, не голосовали, есть демократия. Но нельзя в этом направлении, потому что разговор идет, что вот ОПГ ШОР и Гагаузию все как бы закрепили за ними, и вот пошла такая борьба. Даже если есть какие-то вопросы к ШОРу, которые, я, кажется, не судья, пускай разбираются, делают, что хотят. Но я хочу, и вот мы и работаем над тем, чтобы открыть гагаузскую партию, для того, чтобы защищать интересы каждого жителя Гагаузии. И СМИ – это одно из, наверняка, главных моментов, за которые мы должны бороться. Как мы будем передавать, как мы будем работать с населением, да, как передавать информацию, если у нас не останется ни радио, ни телевидения, ничего. Поэтому, естественно, что я воспринимаю это как негативно. Мы обязательно подключимся, мы обязательно при встрече об этом скажем. Я скажу, что на следующей неделе, уже праздники, и письменно я как депутат Народного собрания тоже напишу, и Координационный совет, и в те структуры, где это решается. Потому что нужно очень внимательно, чтобы они следили. Если у нас в наших телевидениях есть какие-то нарушения, нужно, пускай скажут, какие нарушения, да, возможно, где-то можно что-то исправить, да, везде есть конечно, моменты. Всегда можно исправить. Просто, как вы говорите, что даже не знаете, почему что, и случилось. Ну что, я думаю, что все-таки можно решать некоторые вопросы, потому что есть везде человеческий фактор. Вот я даже по себе, по своим проблемам, даже сейчас я был в банке, хотел получить остатки своей зарплаты, но что-то мне в месяц выделяет только получение 10 тысяч лей, больше невозможно. Кто-то определил, что это такое, его даже на Новый год не смог получить, хотя в этом месяце у меня больше 10 тысяч. Я уже к этому привык, но я снова скажу так, что это не идет с самых верхов. Потому что когда я начал разбираться, это идет именно от чиновников такого регионального масштаба, которые здесь для того, чтобы выслужиться, вот они и пишут всякие доносы, как и на чиновников, как и на политиков, так наверняка и на СМИ, потому что я не знаю, к чему, как к вашему телевидению можно было зацепиться, какие проблемы у вас есть. Я прихожу к вам, я выступаю здесь, я вижу вашу толерантность в отношении ко всем, как говорится. Поэтому я считаю, что это неправильно, и обещаю со своей стороны содействовать, делать все возможное, чтобы наши СМИ в дальнейшем работало. А вот депутаты Народного собрания, вот какие шаги они могут предпринять, наши в Народном собрании, чтобы как-то защитить гагаузские СМИ? Знаете, Народное собрание там сейчас... тоже разные мнения, насколько я понимаю. Лебедь, рак и щука. Вот все разные стороны тянут, потому что руководитель сегодня ангажирован, руководитель не хочет собирать все Народное собрание по какому-то
вопросов, он не хочет коллективно выступать, он, как говорится, оставил это, пускай решают, как хотят, он имеет свое мнение, он строго придерживается позиции своих сторонников с теми людьми, которые работают, а остальные делают, что хотите. Это один из главных проблем, которые есть в Гагаузии. Кто-то должен защищать интересы каждого жителя Гагаузии. Телевидение нужно защищать, радио нужно защищать, проблемы с банками, проблемы с выездами за границу, с этими обысками, со всеми делами, где законно человек это заслужил, для этого, открываются уголовные дела, но есть у нас правоохранительные органы, которые, естественно, свою работу должны выполнять. Но когда все это искусственно, кто-то должен поднимать эти вопросы. Не просто на уровне комрата поговорить в кабинете между собой. У нас же оно так делается. Встретились руководители, начальник управления депутатов, между собой поговорили, повозмущались, где-то даже на какую-то трибуну в Гагаузии вышли, кулаком постучали, разошлись и забыли. А что делать тому человеку, у которого проблема? Они покричали, как говорится, еще больше проблем создали. Потому что вот эти всякие выступления переходят в политическую плоскость и воспринимают, что мы правильно это сделали. Поэтому я считаю, что в этом вопросе, конечно, если бы я был председателем Народного собрания, я тот же день собрал бы Народное собрание, мы приняли бы решение, и вместе с этим решением, как говорится, была бы определена группа, если уже не всех депутатов, для того, чтобы пройти и встретиться с руководством страны, президентом, премьер-министром, председателем парламента, с международным организацией, для того, чтобы найти компромисс и снять эти вопросы. Не снимется ни один вопрос, если мы будем сидеть дома, а те люди, которые хотят решать или хотят на какой-то диалог навести, тут же им и клеймо, что вы недруги, вы чуть не предатели, не ходите туда нельзя. А что дальше? Вот сейчас закроют телевидение, кучу проблем создали. Дальше что? Дальше что? Дальше тупик. А я скажу, это искусственно сегодня из Гагаузии хотят вырасти даже не друга, а врага, чтобы озлобить Гагаузию против центра. Для того, чтобы вся Гагаузия понимали, что в центре все до единого враги. Нам нужно подняться, всех снести. Я не хочу переводить, как говорится, политическую плоскость в народную. Ведь так можно озлобить гагаузов с Тутюльнацей Республики Молдаваны. Мы всю жизнь жили в нормальных отношениях, и всегда у нас гостеприимство. Я знаю, какие гостеприимные и молдаване. У меня много друзей, родственников. Поэтому мы должны переходить на то, что нас обижают, в каком-то таком направлении. Поэтому эти проблемы, которые вы сказали, я скажу, их нужно решать, но для этого нужно руководство, жесткое руководство, но при этом принципиальное, которое будет ходить. Дверь не открывается, как говорят политики, иду в форточку. Только так можно решать вопрос. Спасибо. Будем надеяться, Николай Храмович, что решатся эти вопросы, потому что на самом деле, как без СМИ в Гагаузии, тем более мы независимые компании, которые содержимся сами свои компании. Но давайте уже перейдем к новой партии, которая у нас будет совсем скоро. Я так понимаю, что в январе месяце у вас уже вы будете уже готовить документы. Вот вы организовали 3 круглых стола, в Комрате за последние несколько месяцев, насколько я поняла, где обсуждалась политическая ситуация в автономии. На последнем круглом столе уже была принята резолюция, то есть вы идете уже четко к цели. Но я уловила, основная мысль, которая звучала на этих встречах, заключалась в том, что Гагаузия расколота. Вы до сих пор тоже об этом говорили. Необходима консолидация, защита автономии. Как вы считаете, почему за 30 лет мы оказались все-таки в такой ситуации? И мне кажется, что мы не движемся вперед, а как-то остановились, что ли. Знаете, когда была Гагаузская республика, Гагаузия была едина, потому что нами не интересовались политические партии республики. Мы, конечно, варили в своем соку, народ имел, как говорится, в тот момент объединение, колокола били, все выходили, определенные цели. Мы шли к тому, что иметь свою республику. Нас не затаскивали в разные стороны те партии, которые якобы решают наши вопросы.
Когда у нас, после того, когда парламент принял закон о своем правовом статусе, у нас были выборы в Башкорно-Гагаузии, вот тогда началась конкретно, четко, жесткая борьба за голоса Гагаузии. И вот тогда Гагаузия, как говорится, и раскололась на несколько частей, и тогда мы начали доверять политическим партиям, которые взялись решать, снимать проблемы с Гагаузией, решать наши вопросы, снимать проблемы. То есть обещали многое перед выборами. Это оказалось утопией. Даже подписывались договора, что мы отдаем свои голоса, взамен мы получаем эти привилегии. Ну, не буду сейчас останавливаться на всем, но это был обман. И так, к сожалению, все эти 30 лет. Наши люди вот понимают, что вот в какой ситуации мы оказались? Обычные жители наши, сожалению, политики знают. К сожалению, я скажу, информация все-таки не доходит до каждого человека. Поэтому, кроме телевидения, кроме радио, мы должны выезжать в населенные пункты и делать очень много встреч. Работать с населением. Работать с населением. Вот мы провели эти круглые столы. Честно говоря, когда мы их начинали, я сразу же сказал, что, в принципе, я не верю до конца, что Гагаузию можно объединить за короткое время, но мы должны попытаться. И скажу, вот первый круглый стол, оно привело к тому, что пошло какое-то понимание. Как-то оно зацепило очень многих политиков. Лед тронулся, да? Лед тронулся, и все пришли. Давайте поговорим. А почему нет? Давайте сядем за круглый стол и поговорим. Да, был и Формузал, был и Пашалы, были и другие. И вот мы говорили. Я скажу, что в целом у нас нет ни одной проблемы, которую мы не могли бы совместно решать. То есть нету негатива между собой, нету кровных каких-то обид. Да, есть политические моменты, где-то что-то, которые, можно, как говорится, и пройти через них. Но когда мы коснулись следующий круглый стол, что мы пригласили политиков, которые входят в республиканские партии, и те гагаузов, которые создали для себя партии, да, довольно-таки уже людей, которые имеют имидж, имеют имя республики, они не захотели встречаться, они даже не отписались. Не то, что даже не отписались, просто проигнорировали, их это абсолютно интересует. Но придут к нам перед выборами. Я вам скажу, что это немножко запугало сильные политические партии, которые работают в Гагаузии, что появлением нового политформирования, ведь мы начнем локтями, как говорится, толкаться для того, чтобы занять свою нишу. Занимая свою нишу политическую в Гагаузии, кого-то мы будем вытеснять. И я скажу, что они правильно думают, потому что появление гагаузской партии, которая не пойдет по пути тех партий, которые создавались, чтобы выходить на работу на всю Республику Молдова. Вот мы вчера, в принципе, вы сказали правильно, что была резолюция и принято решение, окончательное решение. В начале января мы уже поедем для того, чтобы забрать пакет документов, собирать подписи, будет съезд. Всю процедуру, которая должна выполнить, мы выполним. И мы этого не боимся, потому что у нас есть большая поддержка в населении. Но я скажу, что это партия, которая в дальнейшем должна будет для того, чтобы достучаться до каждого человека. Конечно, у нас есть в команде очень много людей, которые умеют выступать, умеют доказывать точку нашего зрения, как говорится, передавать через телевидение, радио. Но я лично сделаю все возможное провести огромное количество мини-встреч. Я вчера об этом говорил представителям многих населенных пунктов. Вчера, кроме политиков в Гагаузии, на третьем раунде мы пригласили и руководителей первичных организаций Народно-патриотического союза Девлет. Было 18 руководителей, то есть 18 населенных пунктов из 26 уже участвовали. Да, короткое время, все сразу собрались. То есть у вас получается, что ячейки Девлет работают, конечно, они сохранены, и сейчас на основе... На базе Девлетя, фундамент Девлетя превратится, как говорится, перерастет в политическую партию. Поэтому я вчера, когда говорил нашим руководителям, что я буду приезжать к вам, и что интересно, что я говорил, что не надо собирать большие аудитории. 10 человек, 20 человек, 30 человек, больше, меньше, приходим, говорим. И я скажу, что вот эти разговоры, когда мы говорим с трибуны, иногда нас слышат, а иногда нет. Да. А вот эти маленькие встречи за столом, как говорится, за добрым красным гагаузским вином, за столом. Если мы встретились, поговорили и рассказали, люди смогли задать вопросы, получить ответы. Для того, чтобы человек мог ответить, ему нужно ответить на его вопрос, для того, чтобы он мог поддержать. Вот вчера сбежал наш руководитель, я даже сделал пример. Он говорит: Николай Рамович, были у нас разные выборы, и вы мне говорите, ты мне со мной пойдешь, меня поддержишь, были определенные выборы. И тут говорит: а куда ты нас поведешь сначала, скажи, потом я скажу,
скажу, поддержу или нет. Так вчера он встал и после встречи сказал, что теперь я знаю, куда вы нас ведете. Поэтому открыто говорю, что я поддерживаю, и все мои сторонники, и вся наша команда будет поддерживать эту идею создания гагаузской партии. Потому что гагаузская партия, я вам скажу, вот, миллион вопросов, которые есть. Оно именно наверняка, революция сразу не делается по желанию, она должна созревать. Я скажу то же самое, создание гагаузской партии тоже должно было уже созреть. Вот дальше некуда. За 30 лет? Вы знаете, наверняка были еще такие моменты, но сейчас наверняка самый такой, что куда еще? А следующий шаг, это в Гагаузию просто ликвидируют. Вот сегодня вам даже не сказали, почему отобрали лицензию или пошли к этому. Еще не забрали. Да, пошли на то, чтобы вести работу над закрытием канала. А завтра я скажу, что ничего не скажут, и это закон о самоуправлении всего лишь закон, принятый парламентом. Отменили его, и нет этого закона. Поэтому мы сегодня должны задуматься. Не надо, чтобы кто-то нас использовал для того, чтобы мы пострадали. Нет. Давайте так, это закон наш. Мы его уважаем. Неважно, кто в центре. Мне частенько задают вопрос, вы что, поддерживаете центр? Да я никогда в жизни не поддерживал ПАС. Не поддерживаю. Но мы должны вопросы решать. Сегодня есть власть, мы с ней работаем. Завтра другая власть, мы поддерживаем, с другой властью работаем. Для того, чтобы решать вопросы, которые касаются Гагаузии, нужно с центром иметь отношения. Без разницы, кто у власти. Политика одно, работа исполнительной власти, работа примаров, хозяйственной власти. Мы должны эти вещи делать. Только тогда мы будем развивать автономию. Как назовете партию? Потому что говорят, корабль назовешь, так и поплывет. Да? Знаете, поэтому здесь очень много зависит от принципа регистрации, потому что Министерство юстиции определяет. И, как говорится, были такие партии, они похожи на другие партии. Да. Потому что одинаковые названия уже никак. Да. Поэтому, в первую очередь, мы так думаем, что Гагаузская национальная партия Девлет. Или Гагаузская народная партия Девлет. Или просто Девлет. Вот или по-другому. Как будто звучит красивее. Мы это будем обсуждать. Мы название утвердим на съезде. Мы наметили 25 января, потому что первая часть января это праздники. 25 провести большой съезд. Присутствием всех первичных организаций Народно-патриотического союза Девлет. Это планируется наверняка 800 тысяч человек, где мы утвердим программу, устав, название. И естественно, что будет утвержден лидер, руководители партии. После того, когда это все будет уже утверждено, естественно, что если мы даже документы начнем раньше, пакет документов собирать, тогда мы уже подадим для того, чтобы получить. Какой период требуется для регистрации? Я думаю, нам достаточно будет 1 месяца. То есть там нет ни ограничений, ничего? Нет, у кого-то больше сложностей при сборе подписей. Для нашей команды это не проблема. У нас эти люди есть. Фактически, кто ходит в Девлет, они готовы войти и в партию. Они уже, в принципе, вчера 18 наших ячеек об этом сказали. Какое количество сейчас требуется? 1200, по-моему. Но естественно, что если нам дадут сбора подписей больше бюллетеней, или списочно, максимально сколько нужно, мы столько и соберем. Чтобы была возможность, если кому-то что-то не понравится, потому что иногда подпись не понравилась, какую-то цифру не дописали или что, поэтому мы готовы 2 раза увеличить это число, а может даже 3, для того, чтобы не возникали вопросы при утверждении. Потому что сегодня чуть-чуть осложнили регистрацию, это нужно получить разрешение Конституционного суда, СИБа и Министерства юстиции. Что ж, мы пройдем эти организации. Наша организация никогда не была увлечена в коррупции, в уголовных делах. Да, если какие-то моменты есть, это надуманные вещи, которые мы объяснимся, я думаю, что мы партию сможем зарегистрировать. Это партия, которая станет, я скажу, что началом объединения Гагаузии. Мы, проведя вот эти 3 круглых стола, я вам скажу, в целом, если мы не добились 100% успеха, проведя эти круглые стола, я скажу, можно, если давать оценку из 10 баллов, на 6-7 мы получили результат. Что есть много политиков, которые открыто со мной ведут диалог, без телевидения, как говорится. Говорят, давайте, вы, в принципе, правильно, идея очень нормальная, хорошая, давайте вы начинаете, а мы пойдем за вами. Готовы идти за вами, да? Они готовы идти за нами. Они готовы вливаться целыми, как говорится, подразделениями тех людей, которые их поддерживают, да, как мы называем Гагаузию обычно кланы, да, гагаузские кланы, политиков. Семьи, многие, да, у нас семьями, большие да, семьи. многие готовы, но
но хотят посмотреть, что из этого выйдет. Потому что, То есть сможете ли вы зарегистрировать партию? Очень да? много и эти вопросы задают. Да. Сможете вы зарегистрироваться? А я скажу, вот последние месяцы я сделал все возможное, для того, чтобы снять шлейф, что гагаузы сегодня сепаратисты, гагаузы подконтрольные, что появление гагаузской партии новой, она будет использоваться против республики. Мы сделали все возможное, чтобы снять этот шлейф проблем. И я думаю, что сегодня в республике очень многие политики и в парламенте, и в правительстве это увидели. Поэтому мы сегодня идем открытой партии не для кого-то. Мы сегодня не говорим, что мы будем работать против Дадона, Шора, Санду или Чебана, или других политиков. Мы говорим, что мы будем работать за Гагаузию. Мы с людьми. Мы не против других политиков, мы за Гагаузию. У нас своих проблем хватает. Интересы Гагаузии превыше всего. Поэтому нас интересует именно полностью, что творится у нас на территории. Если кто-то нас будет спрашивать, а как решение государственных вопросов? Давайте так. Сегодня наша маленькая партия, не она решает глобальные вопросы, да, там решают основные большие партии. Но если это будет касаться от нас, от наших голосов, тех, которые мы планируем взять 5-6%, вот тогда мы примем решение, посоветовавшись с гагаузским народом, принять правильное решение. Сегодня мы не хотим лезть в эту драчку между большими партиями, которые сегодня делят власть в стране. Да, там сейчас начнется, я скажу, очень серьезная борьба. Даже на уровне Гагаузии. В Гагаузии нету правых партий, выборы последние показали 2, 3, 4, 5%, то здесь намечается большая борьба между Шором и Дадоном. Но они не учитывают, что создание гагаузской партии, я скажу, что мы довольно-таки составим конкуренцию. И если Ирина Влах создала партию, и я думаю, что просто тем, что она уроженка Гагаузии, и вся Гагаузия проголосует, хотя она живет в Кишиневе уже десятки лет, оторвалась от Гагаузии давно, то я вам скажу, сегодня я не вижу вообще, кто-то ее поддерживает. Эти 15%, которые она взяла как кандидат в президенты, я скажу, что это чуть другое. Это какой-то ее личный авторитет, это ее родственники, это еще какие-то моменты. Но после этих президентских выборов, я смотрю, даже большая часть ее родственников уже оказались в других партиях. Не успела Чебан с партией «Мам» появиться в Гагаузии, как сторонники Ирины Влак даже возглавили региональную организацию, и там оказались на фотографии чуть ли половина. Пускай разбираются между собой. Я еще раз говорю, мы не боремся с ними, мы защищаем, боремся только за Гагаузию. А как вот эти большие партии, как вы только что их назвали, как вот они отнеслись к тому? Наверняка уже информация есть и на сайтах, и мы проводим эти программы. Наверняка есть уже информация, что создается новая партия. Я скажу, что нету агрессивных нападок. Но мы видим, например, на Фейсбуке, в интернете, тут же нас начали клеить кому-либо. Для того, чтобы создать, что для нас, например, для лидера, как для Дудоглу, какой-то плохой имидж. Что Дудоглу был в президентуре, получал награду. Никаких наград, упаси Бог, я не получал, даже награды от ордена от Тимофтия отказался. Да, я задавал вопросы, и я дальше буду приходить задавать вопросы. Сегодня Санду, завтра Иванов, Петров, Сидоров, без разницы, кто руководит страны. Те вопросы, которые из Гагаузии мы будем задавать, получать ответы и приходить второй, 10-й раз, пока они не решатся. На уровне кабинета в Гагаузии не решаются вопросы. Решаются там, где нужно решать их. Поэтому я абсолютно не обращаю внимания на ту грязь, которую пытается на меня навесить. Абсолютно, я вчера разговаривал с людьми, которые были руководители наших ячеек, которые говорят, не обращайте внимания. Столько в жизни говорили пакости в вашу сторону, время прошло и показало. Время прошло и показало. Все говорили, что Дудоглу поведет нас в Румынию. Дудоглу здесь, и где Румыния. И кто поддерживает. Всегда меня чернили, потому что всегда мои оппоненты использовали СМИ против меня. Но я скажу, что время прошло. Знаете, время прошло, люди поняли. Я единственный политик, наверное, из Республики Молдова, который работал в парламенте, но жил в Гагаузии.
Хотя наши башканы все являются башканами Гагаузии, а все живут в Кишиневе, да? За исключением там Формузала. Но почему все молчат? Вот мне интересно. Вот и Ирина Федоровна жила в Кишиневе, и сейчас, мне кажется, наша... Ну, вчера господин Кольчик поднимал этот вопрос, что очень много было нареканий прошлым башкам, но сегодня это продолжается. Ничего не изменилось, мне кажется. Ну, вот поэтому я скажу, что мы должны стать хозяевами в Гагаузии. Тогда все это изменится. Потому что когда мы под влиянием, ну, тогда не мы решаем. Не мы решаем Эта вопросы. новая партия решит эти проблемы? Конечно. Вот скажите, потому что у нас создавались и недавно тоже были партии, создавались. Сейчас еще Я одна еще партия. раз остановлюсь на том, что создавались партии, я знаю руководителей, это, в принципе, людьми, с которыми я общаюсь, и сегодня я им желаю удачи, но они пошли чуть по другому пути, они начали, эти партии стали не гагаузские, а республиканского значения, они работают по всей территории Молдовы, их руководители уже не жители Гагаузии, поэтому они пускай работают, как работают, а наша партия создается для того, чтобы работать на территории Гагаузии. Мы не собираемся открывать наши первичные организации в Шалданештах, Инчештах, Кишиневе. Это возможно, да, чтобы только здесь Мы было? работаем на территории Гагаузии. Конечно, есть много выходцев из Гагаузии, которые живут в других населенных пунктах. Естественно, что мы будем выявлять, значит, с ними созваниваться, Они смогут нужно говорить. присоединиться и работать. Конечно. Мы в каждой стране, где есть диаспора, молдавская, мы тут же создадим гагаузские диаспоры для того, чтобы сконтактировать со своими земляками. Мы хотим работать с жителями Гагаузии. Именно с жителями Гагаузии или выходцами из Гагаузии, которые здесь выросли, которые хорошо знают наш регион. Мы не сможем влиять на Резинский район, на другие районы, Страшенский. Мы не знаем там ситуации. Мы придем и будем указывать, как им жить. Да нет, лучше давайте мы остановимся на своей территории. Разберемся. Гагаузы и сегодня есть больше 5%. Да, у нас где-то 120-130 тысяч избирателей. Да, это порядка 7-8%, если в целом взять. Да, на выборы выходит 70%. Это еще 5%, это и 5. 5 тысяч человек и будет 75 тысяч. Но при этом за границей еще столько же, еще 5-7%, которые находятся за границей. Сейчас на парламентский диаспора также будет. Конечно, участие, да. Поэтому, если взять в целом Гагаузия, сможет ли набрать и 5%? Конечно, сможет. Но мы сегодня даже, как говорится, основную цель не ставим, что вот мы появились, и завтра мы уже в парламенте, да, стали депутатом парламента. Получится? Хорошо. Слава Богу. Не получится, мы дальше продолжаем работать. Но мы не будем сливаться, мы не будем объединяться с какой-то партией для того, чтобы где-то запросить, потребовать место в парламенте или в других структурах, чтобы отдать свои голоса. Мы пойдем на эти выборы для того, чтобы наши люди знали. Заявите Отдав себе, свой да? голос, мы его голос не продаем, не отдаем никому, она принадлежит Гагаузии. Следующие выборы Народного собрания, буквально через пару месяцев, где я скажу, что сегодня не создавая эту партию, мы фактически отдаем возможность будущего депутатского корпуса быть с одной партией или с двух. То есть они вытеснят всех независимых депутатов с Гагаузии, чтобы бороться с одним ресурсом, с таким финансовым возможностями этих партий, навряд ли выдержать независимые. Поэтому, создавая сегодня эту партию, естественно, что, ведя работу, как говорится, вчерашнего дня, как говорят, по всем населенным пунктам, мы получим поддержка нашей партии, которая дальше будет переходить и на поддержку наших кандидатов. Но мы есть вы планируете с каждого села кандидаты, да? То есть участвовать в народном собрании, значит, новое наше политформирование выставить кандидатов в депутаты во всех населенных пунктах, во всех округах, во всех 35 округах. В дальнейшем, естественно, что мы выставим наших кандидатов и примаров во всех населенных пунктах. Да, поэтому я уже говорил, мы дома, мы никуда не торопимся. Вот шаг сделали, и мы благодарим Бога, благодарим наших людей, что поддержали, что сделали этот шаг. Дальше следующий шаг, еще один шаг. Долго, не вечно, придет время, от эту сторону я сделаю максимально, отдам всю свою силу для того, чтобы эта партия заработала. Рядом растут молодые наши ребята, молодые наши. Надо воспитывать, чтобы они... Вчера всем очень понравилось, потому что во всех трех круглых столах, которые мы делали на этих собраниях, переговорах,
участвовал Иван Икизли. Иван Икизли родом с Кангаза. Он лучший спортсмен Гагаузии, можно твердо сказать. Призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса. На последнем чемпионате мира он выступал, занял 7-е место, это по взрослым. И скажу, что это хороший результат. В будущем, я думаю, что попадет на следующие Олимпийские игры. Но его заинтересовала политика Гагаузии. Вот он был, участвовал, я с ним говорю, и он говорит, да, мне нравится. И он говорит, я подтяну всю свою молодежь. Он общается с очень многими ребятами из Гагаузии. Ну, борцы, обычно лидеры становятся кумирами детишек. Поэтому, говорит, мы будем объяснять. Говорит, и он вчера выступил и четко говорил, конечно, почему наша молодежь уезжает? Потому что мы делаем условия здесь. Конечно. Сделаем условия, и наши ребята останутся. Поэтому давайте мы не будем говорить, что кто-то должен делать. Мы должны. А для этого мы создаем свою партию, принимаем свою программу, и по этой программе шаг за шагом будем идти. А для того, чтобы эта программа работала, вот тогда нам нужны друзья. Друзья, в первую очередь, наши выходцы из Гагаузии, неважно в какой стране живут. Следующая работа с международными организациями, с правительством, с парламентом, с руководством, для того, чтобы Гагаузия получала инвестиции. Для того, чтобы Гагаузия не просто танцевала и плясала, а для того, чтобы в Гагаузии открывались рабочие места. Будучи в парламенте, вот наша группа тогда... Нам удалось, мы добились открытия, кроме Каневской, филиалов Камрад, Чедронга, свободной экономической зоны. Да, но я скажу, у нас в Чедронге вообще еще пусто, в Камраде одно предприятие, по-моему, и то оно закрылось, что-то строится сейчас дополнительно. Они должны все эти территории наполниться предприятиями. То есть у нас есть возможность, где открывать. Есть привлекать, куда конечно, есть. Есть конкретное место, есть закон о свободной экономической зонах, это интересно. Здесь просто нужно начинать работать в этом направлении. Поэтому, говорю, партия не создается у нас не против руководства Гагаузии, что здесь правильно кто-то понимал. Мы не работаем сегодня против гагаузского руководства. Да, какие-то вопросы между нами будут. Мы начинаем работать, защищать сегодня наше гагаузское. Сегодня один башка, завтра другой, сегодня один депутат, завтра другой. Да. Но мы должны защищать Гагаузию. Я уверен в этом, что эта партия имеет... Эта партия обязательно будет иметь успех. Мы обязательно сможем очень много людей объединить, и я уверен, что мы сможем вырастить новое поколение. Мы перед собой ставим задачу, мы уже вышли с таким предложением, и перед президентскими выборами провели первую консультацию, первую встречу с молодежью. Было уже человек 40-50, но потом президентские выборы, и мы ушли, чтобы не запутывать ребят, потому что мы от президентских выборов сказали, что пускай каждый примет сам решение, как голосовать. Но сейчас президентские выборы ушли, мы создаем партию, и мы начнем каждый месяц работать с молодежью. Да? Чтобы сегодня 50 человек, завтра 60, 70, 100, 200, 300. Если мы будем работать с молодежью, если мы их будем подготавливать, мы хотя бы будем знать, что они у нас есть, потому что есть очень много грамотных ребят. Пришло время, чтобы мы их интегрировали в руководство страны. Не за один год. Я снова повторяюсь. Мы абсолютно не спешим. Мы дома. Мы не собираемся тратить кого-то, покупать миллионы евро, лей, не знаю что. Это на добровольной основе. Будем встречаться, говорить то, что ты говоришь людьми, что собрал людей, что нужно платить. Это у нас в последнее время привыкли. На митинг плати, туда привозят, плати, везде плати. Да нет. Но даже вчера, а что мы платили нашим людям, то, что они приехали и услышали про партию, что поддержали. Круглые столы. Ведь кто-то нет, с добровольной основы пришли люди, поговорили. А то, что партии, представители республиканской партии, которые более-менее усиленно работают в Гагаузии, к нам не пришли, я думаю, что они задумались. Они задумались. Я всех лично знаю, у меня нормальные отношения со всеми, но я думаю, что они задумались, и они, в принципе, сейчас как бы на пути такое, что а что дальше? А смогут ли зарегистрироваться, смогут ли работать? Вот на основании дискуссии участников круглого стола была принята резолюция, да, мы говорили уже об этом. Давайте по пунктам немножечко рассмотрим некоторые положения. Вот расскажите, пожалуйста, какие ключевые тезисы вы выбрали, когда при появлении новой партии, какие, в принципе, цели, задачи вы ставили и наиболее важные для вас на сегодняшний день? Знаете, здесь очень быстро и коротко можно сказать главное. Интересы Гагаузии превыше всего. Второе.
Мы не боремся против кого-то, мы боремся за Гагаузию. За себя, ну, Да, как бы за за Гагаузию. автономию нашу. Для того, чтобы не иметь лишних проблем, врагов и тому подобное, мы сейчас не собираемся бороться с кем-либо, объяснять, что вот они плохие, а мы хорошие. Нет, мы будем говорить о себе. Поэтому интересы Гагаузии превыше всего. Мы не боремся с кем-то, а мы работаем на Гагаузию. Ну и третье, естественно, что работа с молодежью, достучаться до каждого человека, до каждого молодого человека, что наш регион, закон о своем правовом статусе был принят для того, чтобы Гагаузия в дальнейшем в первую очередь развивала язык, чтобы мы не потеряли гагаузский язык. Об этом многие говорят, где-то даже меня упрекают, хотя я в совершенстве говорю гагаузским языком, и, можно сказать, даже и турецким языком, хотя она похожа, но все равно есть диалект. Но я чаще говорю на русском языке, потому что в Гагаузии нету национализма, а у нас в Гагаузии есть много жителей не гагаузов. Поэтому очень хочется, чтобы все жители Гагаузии жили дружно, а язык общения оставался у нас русский. Я скажу, очень много приехало к нам жителей с соседних молдавских населенных пунктов. Очень много молдаван. Да, очень много молдаван. Это не надо, как говорится, на базар выйти, половина говорит на молдавском языке. Все новые стройки, которые ведутся, квартирные дома, покупает именно соседние села населенного пункта, что Гагаузия развивается. В любом случае люди уезжают за границу, Италию, Португалию, ну и покупают здесь. Поэтому мы будем обязательно развивать гагаузский язык, свою культуру, свой спорт, ну и, конечно, экономику. Конечно, экономику. Я скажу, что 10 лет назад, это был бум инвестиций, грантов, которые пришли в Гагаузию. После проведения гагаузского референдума, где 97-98%, в принципе, принятое решение, высказали, что хотят объединить таможенный союз, я скажу, что международные организации, европейские, американские, неважно какие, сделали большой шаг, чтобы показать Гагаузии, что мы тоже вас уважаем, почему вы против нас? Ирина Аллах получила огромное количество грантов. Это были золотое время для Гагаузии, но оно не использовалось во благо Гагаузии. Люди не почувствовали. Если в это время был бы сильный Башкан, я даже скажу, даже не сильный Башкан, человек, который имеет какое-то понятие в политике, в финансах и политике, в экономике, прошу прощения, в финансах и экономике, я скажу, этими деньгами мы открыли бы столько предприятий, рабочих мест, а оно, в принципе, тогда выделялось строго своим. Строго создавались какие-то предприятия для того, чтобы какой-то грант Крабы получить. выращивают у нас. И раки выращивали, что только не выращивали, пообманывали друг друга, кто-то получил многомиллионный проект. Не буду касаться, но я скажу, что деньги просто разворовали. И это чиновники европейские допустили. Почему? Знак большого вопроса. Но поэтому сегодня забывая вчерашний день, хотя правоохранительный орган, как говорят, должен заниматься. То есть это не дело политиков. Я не собираюсь этим заниматься, но в дальнейшем, естественно, что мы должны работать для того, чтобы молодежь, именно грамотная молодежь, от него зависит будущее Гагаузии. Молодежь должна понять, что Гагаузия не нужна уже старикам. Старикам нужна помощь от молодежи. Да. Они должны прийти, они должны возглавить. Сегодня получают более высокое образование. У них есть возможность выезжать за границу. У них есть возможность сегодня пользоваться интернетом на самом высоком уровне для того, чтобы развивать, предлагать какие-то идеи. Это бизнес-планы, бизнес-проекты, в которых можно участвовать в различных конкурсах. Даже не только на территории Гагаузии, не только на территории Молдовы, во всем мире. И вот такие отделы должны у нас открываться, где мы их должны поддерживать. И скажу, что я верю, что если гагаузская партия, я уверен в этом, она рано или поздно вытеснит все республиканские партии из Гагаузии. Каждый год я планирую, что по 5-10%, чтобы мы росли. То в дальнейшем, я скажу, Гагаузия станет самым, наверное, инвестиционным регионом. Потому что если мы Регион интересный, да. У нас, во-первых, и богатая земля, интересные люди, но и дополнительно у нас проблема всегда политического направления, где мы обязательно поддержим тех, которые проиграют. 4 года бьют Гагаузию, ничего не дают, потому что мы поддержали какую-то партию. Или же в другом направлении.
к нам приходят и, значит, много чего обещает, мы верим, в конечном итоге нас обманывают, потом ждем 4 года а потом мы жалеем. Поэтому не надо никого слушать. И даже вот вчера вот обсуждалось, что вот наши люди получают дополнительно, пенсионеры какие-то средства. Правильно, хорошо, пускай получают. Как они получают, это не мое дело. Но сегодня им помогает тут та власть, которую мы выбрали. Вот мы этой власти отдали власть Гагаузии на 4 года. Ребята, вы обязаны, вот то, что вы делаете, не за счет будущего, что мы вас должны снова в дальнейшем поддерживать. Нет, вы нам обещали, мы вас поддержали, вы пришли, да? и отработайте, верните нам то, что вы обещали, дайте это. А дальше мы уже сами решим, с кем идти, как идти. А следующее, я считаю, что путь Гагаузии – это уже только гагаузский путь. Со своей идеологией, со своей политикой, со своей экономикой, со своей молодежью, которой будем расти. Николай Харламович, один из пунктов вот резолюции, которая мне очень тоже понравилась, создание аналитического центра. Вот. Какая задача ставится перед этим центром? Вот. Кто войдет в состав? Вы задумывались уже? Потому что это очень важно для развития Гагаузии. У нас нет анализа. Ну, наверняка все увидели выступления на всех 3 наших переговорных мероприятиях, круглых столов, выступления бывшего председателя Народного собрания Анны Харлампиевны Харламенко. Да, мне об этом многие говорят, звонят, что она даже открылась как-то заново, потому что она уезжала в Россию, работала представителем СНГ от Молдовы в России. И она как-то исчезла из политики Гагаузии. Но вот появлением ее в выступлениях, очень грамотное выступление, все очень сложно, с хорошими идеями. И вот создание вот этой аналитической группы, это как вчера сказал, это мозг команды, это очень важно. Да. Не просто говорить то, что придет на ум и все остальное, а разрабатывать программы, разрабатывать стратегию, то есть все анализировать. В первую очередь нужно анализировать. Но это нужно не только для партии, Нет, это нужно в целом, конечно, для Гагаузии. Это, да, значит, в первую очередь мы должны дать анализ 30 лет существования Гагаузии. Вот мы должны дать анализ полностью, для чего была создана автономия, чего мы добились, что не смогли, почему. Что сохранили, что потеряли. Да. Поэтому естественно, что она будет создаваться, и естественно, что создавая партия, мы будем, как говорится, использовать наш аналитический центр, мозговой центр для укрепления нашей программы или идеологического направления партии, но при этом, естественно, что мы будем сотрудничать и с управлениями, которым важны будет анализ для того, чтобы принимать какие-то программы, какие-то стратегии управления Гагаузией. Естественно, что они будут сотрудничать с нашим аналитическим центром, который мы будем создавать. Мы вчера коснулись этого, что партия не может работать без своего СМИ. Ну, прежде всего, конечно, телевидение, радио, это для партии, наверное, очень дорого, но иметь свою газету, это вполне возможно. Партия может создавать. Я скажу, что, конечно, сегодня больше людей пользуются интернетом, порталы, да, но я скажу, что вот вчера об этом даже говорили люди, что все газеты ждут. Газета приходит, наше население, большая часть, это жители, которые занимаются сельским хозяйством, крестьяне, которые пришла газета читают, не пришла газета, они его не читают. Не знают, нет информации. Да, с телевидения сегодня я скажу, что тем более, что оно ушло, фактически почти все каналы перешли. В кабельных сетях. На кабельных сетях, или же они вообще уже не на русском языке. У нас на территории Гагаузии, не вся часть, можно сказать, что 50/50, а даже 60/40, которые понимают, что старшие люди, большинство понимает. Поэтому появлением своей газеты оно даст очень большой импульс и информации. Газета – информация. Информировать население, что творится в Гагаузии, что творится в стране, за рубежом. И стратегии, что нужно делать для того, чтобы изменить эту ситуацию. Как вы оцениваете шансы новой партии? Конечно, вы об этом говорили уверенно, но тем не менее на политической арене считаете ли вы, что она все-таки объединит всех жителей нашего региона? Знаете, мне всегда, мои коллеги, еще начиная с детства, с интерната, потом армия, спорт, тренерская работа, все говорили, что Николай Иванович, вы очень хороший психолог. Я как-то не обращал на это внимание, но я вам скажу, что иногда бывало, что мы ехали на чемпионаты мира Европы, и когда мои воспитанники встречались
спортсменами очень именитыми, чемпионами мира и Европы, которые они не знали, что противник такого высокого класса. Я их настраивал, и иногда бывало, что они выигрывали у тех, которые, зная, кто они, никогда бы не выиграли. Но выигрывали, и потом удивлялись, как. Потому что это был просто настрой, психологическая подготовка спортсменов. Я скажу, что, конечно, эти 20 лет моей политики сейчас мне очень сильно пригодятся. Мне пригодятся те друзья, с которыми я прошел длинный путь. Вот вчера Надя Грек выступала с Авдармой и говорила, что мы 20 лет уже вместе, мы верим вам. И вот эти люди, которые верят в меня, в них поверят и те люди, которые возле них. Мы будем использовать именно человеческие качества. Прежде всего, человеческие качества. Если ты веришь мне, значит, поверь лидеру. Да. Если ты, значит, вот так, моя семья верит... Доверие лидеру – это доверие, очень важно. Вот чисто на доверие. Прежде всего, на доверие, максимальное количество встреч, оно даст доверие населению. Мы должны завоевать доверие. И тогда никакая грязь не прилипнет. Если мы будем доверять, грязь не прилипает. Я уверен в том, что, конечно, невозможно, чтобы ехать на соревнования, я извиняюсь, что все время спортивные примеры, и не настраиваться, что ты не станешь чемпионом. Поэтому, естественно, что мы только начинаем. Я уверен, что мы в январе месяце зарегистрируем партию. Если у нас по срокам мы успеваем и будем участвовать на парламентских выборах, конечно, мы поставим себе цель попасть на, значит, парламент республики. Мы, естественно, что изучим везде, где наши гагаузы есть, посписочно, говоря, будем звонить. И для того, чтобы попасть, набрать 5%, мы должны знать каждого человека, кто за нас проголосует. Не так с трибуны сказал, кто придет, а каждого человека при личных встречах. Поэтому в команде у руководителя будет, я думаю, что минимум 8, а может быть даже 10 заместителей, которые будут проводить вот такую большую работу по объяснению. Потому что нам сегодня для того, чтобы занять свою нишу в Гагаузии, нужно огромное количество людей, которые будут в руководстве партии, чтобы они могли ходить и объяснять. Вот от этого зависит будущее. Я уверен, что эта партия найдет себе место в Гагаузии, а в дальнейшем станет именно ведущей партией. Николай Харлампович, очень коротко, но хочу вернуться к нашим проблемам уже как депутату Народного собрания. Хочу вам задать вопрос. Вот недавно на одном из заседаний Совета было принято решение установить выплату в размере 2500 лей советникам. Это очень активно сейчас обсуждается у нас в городе. И мне бы хотелось узнать ваше мнение. Как вы считаете, это нормально вообще получать такие Я вам скажу, что я в последнее время вообще не даю оценки примарии или совета, потому что я как бывший примар, и частенько, если даже желаю что-то такое доброе и хорошее, воспринимается негативно. Даже недавно был такой момент, что выделялось по капвложениям по линии исполнительной власти для города 800 тысяч, где депутаты Народного собрания предложили отремонтировать спортивную школу Камрата, где она в плачевном состоянии, крыша течет. А примарий из-за амбиций просто что-то предлагает, в том числе долгу, отказался, деньги просто пропали. То есть их без нас невозможно было в другом направлении направить. И при этом, это маразм, конечно, полный маразм, но из-за амбиций что-то предлагают долгу, они отказались, и деньги просто потеряли. То есть и спортивную школу не отремонтировали, и деньги потеряли. И любое мое высказывание воспринимается негативно. Поэтому я не буду оценку давать совету или примарии, но скажу от себя. И общественная работа не должна оплачиваться вообще. Для чего советники пошли в Совет? Советники, что депутаты Народного собрания. А депутат Народного собрания за заседание вот сколько получает? Я, честно говоря, даже не знаю, 100 или 150 ли, как-то у меня банковские счета арестованы, я даже не знаю, что туда перечисляет. Но, по-моему, в пределах 150 или 300 лей. Я, честно, даже не скажу, потому что это меня никогда особо не интересовало. Я не хочу кого-то упрекать, потому что я слышал, что некоторые советники говорили, что, в принципе, эти деньги будут идти на поддержку населения, потому что не так легко потом через социальные отделы получать, если нужда есть. Будет контролировать, им как бы виднее. Но мое мнение,
Во всяком случае, моя жена, моя супруга является советником, она отказалась. Проголосовала против. Она Единственная, проголосовала мне против, кажется. она сказала, что нет, этого не надо делать. Мое мнение, что если выбираются советники или депутаты парламента, они должны работать бесплатно. Если депутаты работают на основной работе Народного собрания, конечно, Они должны иметь получают зарплату. Мгм. И еще один вопрос вот касается патентов, да, местных патентов. Как Народное собрание, вот, ну, мы уже на кону Нового года, вот с будущего года патенты будут действовать, потому что все спрашивают. Я скажу, что Народное собрание всегда поддерживало, и исполнительная власть Гагаузии тоже поддерживала. Уже несколько раз их отменяли, мы принимаем, отменять мы принимаем. Ну, наверняка Центр будет более жестче действовать, наказывать наших людей. Поэтому я считаю, что в этом вопросе не просто нам нужно поддержать людей и принимать как бы законы, которые через месяц отменяют. Через 2 месяца, 3 месяца отменяют. Нужно идти на переговоры. У нас мы имеем автономию, мы имеем свой бюджет, у нас есть дополнительно свои налоги. То есть мы должны участвовать и выходить и разговаривать. Если это вопрос касается Министерства экономики, значит идти и там доказывать. Если это касается других управлений, Министерства финансов, значит там. Но нам нужно раз и навсегда решить этот вопрос по государственному. Если наши люди, мы считаем, что еще не пришли к тому, что перейти на кассовые аппараты, потому что мы видим, что ситуация, пандемия была, следующие катаклизмы, которые есть. Люди сами ездят за границу, покупают этот товар, мерзнут, деньги на расходы, все остальное продают. Да и многие закрываются, уже я нет. скажу, что продать сейчас очень тяжело, рынки пустые. То есть мы рискуем потерять 1000 рабочих мест, если мы пройдем на такие крайности. Наши люди не готовы. Да, постепенно, мне об этом говорили и налоговые, что зря так, вот, думая, вот как я говорю, что частично люди переходят на кассовые аппараты, создают предприятия. Ну и пускай переходит частично. Ну, никто не мешает. Добровольная основа. Никто не мешает. Если человек укрепился, чуть-чуть у него больше торговля пошла, и он хочет уйти от этой проблемы, что каждый месяц думать о чем, что придут накажут, он уходит. Но пока наши люди не готовы. Поэтому естественно, что сколько раз будут отменять, столько раз лично я в Народном собрании буду голосовать для того, чтобы принимать новые законы, продлевать. Но я считаю, что руководитель нашего региона, представитель Народное собрание, начальник управления экономики, финансов, Башканга, мы должны выходить и решать. Я миллион раз буду повторять. Никогда ничего не решим, если мы закроемся, как говорится, в своих кабинетах и будем кричать, что вот они в суд подали, отменили. Конечно, будут отменять. Выйдите уже, в конце концов, со своих берлог. Хватит уже бояться собственной тени и выполнять чьи-то команды, что сидите там, пока народ полностью не озлобит. Зачем наш народ злобить? Ну что, мы хотим войны, что ли? Мы хотим, чтобы мы пошли стенка на стенку убивать друг друга? Да не надо. Нужно идти, решать вопросы, снимать проблемы. Мои дети выросли, я не хотел бы, чтобы они участвовали в каких-то потасовках, которые привели к каким-то неприятностям для них и для моей семьи. Поэтому я сегодня еще раз говорю, что мы создаем эту партию для того, чтобы защищать интересы Гагаузии. Мы будем встречаться со всеми руководителями. Будем встречаться и руководителями партий. Возможно, где-то объединяться и выступать с какими-то лозунгами. Не объединяться в целом, сливаться, а с какими-то лозунгами, которые нужны для нашего региона. Если это интересно, да, будет если для это интересно. развития. Да? Николай Харламович, и в завершении нашей программы мы выходим на кону Нового года. У вас есть шанс поздравить наш гагаузский народ. Спасибо большое. Уважаемые наши телезрители, жители Гагаузии, с большим удовольствием я хочу сегодня вас поздравить, пожелать вам прежде всего здоровья, веры и доверия. Наступает 2025 год. Этот год, который, я считаю, для Гагаузии должен стать таким толчковым годом, что именно в 2025-м мы зарегистрируем партию, которая станет интересна для всей Гагаузии, которая будет защищать интересы Гагаузии. Для того, чтобы вы знали, что появляется команда, к которой вы в любое время сможете обратиться по всем вопросам. Я хочу, чтобы наша Гагаузия была единая. Я хочу, чтобы в вашей семье был покой. Не забудьте поздравить каждого вашего члена вашей семьи. Неважно, они находятся в Гагаузии, находятся за границей. Именно вот это единство гагаузское, которое нету ни у кого, дает нам возможность действительно строить большие планы.
Стройте большие планы, даже немножко фантазируйте, потому что без цели невозможно чего-то добиться. Ставьте планы, я уверяю вас, что 25-й год – это наш гагаузский год. Все исполнится. Будьте здоровы, всего самого доброго. С Новым годом! Благодарю вас, Николай Харламович, за участие в нашей программе. Наша программа подошла к концу. Желаю вам удачи в новых начинаниях. Думаю, что все получится и Гагаузия наша будет развиваться. Всех хочу поздравить также с Новым годом. Я думаю, что это наша последняя программа уже в этом году и будем работать в новом году и дальше.